В заключительной фазе соревнований наступила развязка спортивной интриги, и в финальные поединки пробились сразу 16 ингушских боксеров. Стремление победить было столько, что каждый бой выдался зрелищным, а сами состязания стали настоящим праздником спорта и дружбы. Медали и награды в ожидании своих обладателей, но достанутся они только самым лучшим. Для многочисленных поклонников бокса самая зрелищная часть соревнований – это финал, в который прошли 20 бойцов в 10 весовых категориях. Один из самых юных участников турнира, Ислам Шаухалов, претендует на победу, однако Хизир Измайлов на опыте переигрывает воспитанника Магомеда Заурова и заслуженно забирает первое место в своем весе. Это не самый сложный бой для меня был, но пришлось потрудиться. Дальше мои планы – поехать на Кубок России и стать там первым. Подобные соревнования проходят по всему миру. Например, в США они называются «золотые перчатки». Турнир памяти Суланбека Асканова – это визитная карточка республики. В свое время его участниками и победителями становились такие известные боксеры, как Ислам Тимурзиев и Рахим Черкиев. В нынешнем году свое мастерство показали порядка 70 спортсменов из 5 регионов страны, для многих из которых это в первую очередь столь необходимый соревновательный опыт. Этот турнир для нас, для обкатки ребят в дальнейшем соревновательным этапом. Наша сборная, можно сказать, что здесь первое место заняли. Ребята в нескольких весовых категориях престижных стали первыми номерами. И золотыми чемпионами стали этого турнира. Самая эмоциональная часть соревнования – поединок за титул. В весовой категории 75 кг за него сражались Имрам Албаков, один из самых перспективных молодых боксеров, и опытный спортсмен Мовсар Плиев. Позади несколько дней состязаний. Впереди решающий бой за звание чемпиона 19-го турнира памяти Суланбека Асканова. Призер чемпионата СКФУ выходит на ринг с целью достичь желаемого титула. В полуфинале Мовсар победил Хусейна Шаухалова, а в финальной встрече оказался сильнее Албакова. Все прошло успешно, выиграл 3 боя. Первый бой был с дагестанцем, выиграл досрочно. Второй бой с местным, с Ингушетией. И третий финальный бой с Албаковым Имраном. Достойный соперник был и хороший парень. Я желаю ему удачи. Мне очень понравились зрители, болельщики. Я хотел сказать всем спасибо. Поддержка была отлично. Каждый боец демонстрирует свой стиль бокса, но у всех одна общая черта – выиграть любой ценой. Для спортсмена победа на подобном турнире – это обязательная ступень, чтобы оправдать свой труд, которым занимался столько лет. Но для Артема Киселева это еще и новые эмоции и впечатления, ведь избранный им спортивный путь привел его далеко от дома. Эмоции от участия на турнире у меня на высшем уровне. Очень сильный народ, очень сильные соперники, есть от кого набраться что нового, есть от кого набраться определенного опыта. Сегодня был полегче, потому что соперник был с меня ростом, мне всегда неудобно работать с низкими соперниками. Вчерашний парень был духовитый, сегодняшний парень тоже был духовитый, тоже на большом опыте. Очень можно отдать должное ему, нужно отдать должное. Очень понравился мне. По итогам состязаний мастеров кожаной перчатки определились не только лучшие боксеры турнира, но также будет сформирована команда республики для участия в чемпионатах нового сезона. Турнир нам показал наших спортсменов, готовность спортсменов, их огромное желание, подготовку и составил новый список победителей наших действующих спортсменов. В дальнейшем этот турнир не был отборочный, это просто мастерский турнир, мы знаем, да. В дальнейшем уже в следующем году будут и чемпионаты республики, СКФО, чемпионаты России. Ну, ребята вот благодаря вот таким турнирам готовятся к дальнейшим серьезным мероприятиям спортивным. Этот турнир закрывает сезон бокса не только в Ингушетии, но и на всем Северном Кавказе. В следующем году турнир памяти Суланбека Асканова отметит свой юбилей. Не исключено, что соревнования получат статус международных, а для многих боксеров это станет стартовой площадкой в мир большого спорта. Харон Аздоев, Магомед Даскиев, Новости 24.